Расскажите, на какой стадии сбор урожая в Галатском районе и вообще какой урожай в этом году? Сбор кукурузы еще не начался, но сейчас дожди, как распогодится, все мы досконально все соберем. По Галатскому району было вспахано около 2500 до 3000 гектаров посажено кукурузы, но в связи с погодными условиями урожай получается не так, как мы ожидали. То 65-70% кукурузы, к сожалению, не будет. Неурожайность в этом году связана только с погодными условиями или другие факторы тоже были, например, вредители? Вредители не так уж нам помешали, просто погодные условия, вы сами видите, какие погодные условия были. Нам была поставлена задача, министр сельского хозяйства собирал всех начальников управления сельского хозяйства, начальников МТС районов. Та цена, которая была установлена раньше министерством и правительством, все работы в Галатском районе, которые были проведены по отношению к вспашке, баранованию, все были цены, которые соответствовали по законодательству. Специалисты Министерства сельского хозяйства приезжали к нам буквально 2-3 тому назад с управления Министерства сельского хозяйства. И они посчитывали по всем районам, какая обстановка в каждом районе. Мы доложили специалистам Министерства сельского хозяйства, какая обстановка у нас. Мы им сказали, что 65-70% урожая нам не будет. Они все посмотрели, все записали, все актом, все и доложили Министерству сельского хозяйства. И будут принимать какие-то меры. Это им была поставлена задача от президента, от правительства, и по поручению им приехали, чтобы посмотреть, что за обстановка в районе. Сделаем все для того, чтобы население все было обеспечено кукурузой или мукой. Орех, фундук, естественно, погодные условия тоже помешали. Урожайность ореха, фундука может в этом году чуть меньше будет, чем в прошлом году. Погода все на с орехом, фундуком более-менее такой, просто цены нету, цена не зависит от нас. Это рынок. Цена на рынке вот здесь за одну штуку 8-9 рублей дают. Это уже ценовая политика. Люди собирают, есть люди, которые еще и не собрали, но тихо-тихо собирают. Потому что у кого много орехов, нет сборщиков, а сборщики требуют денег за работу. И кому-то выгодно, кому-то невыгодно, своими силами тихо-тихо собирают люди.